прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова. И вначале коротко о главных темах выпуска. Цифровое сельское хозяйство, новинки техники и культур. Красивая форма, хорошие вкусовые качества и очень ранний урожай. Как проходит Дниполе в Татарстане и какой прогноз дают на урожай, знает Анна Городнова. Вторая жизнь молочного комбината. Прекраснейшие цеха, самое современное оборудование. Во что превратился завод по производству молочной продукции в Казани после модернизации, увидела Зарина Ахметова. Вдали от дома. Почему я не могу с детьми лето проводить? Почему дети татарстанки Айгуль Зайнуллина до сих пор остаются в другой стране, хотя их были обязаны вернуть, выяснял Рамиль Шайдуллин. Как в Казани стартовали съемки первого татарского ситкома. На «Игру престолов» пока не замахиваемся, но хотелось бы и до этого дня дожить. Увидел Сергей Хайдаров. Трактор на автопилоте, сорта, устойчивые к засухе, еще сотни новинок от сельхозпроизводителей представили сегодня на крупнейшей агротехнологической выставке. В Лаишевском районе открылись Дни поля. В этом году представлено более 160 компаний из 24 регионов. Почему поля переводят в цифру и какой прогноз аграрии дают на урожай, знает Анна Городнова. 9 секунд и вымя коровы продезинфицировано. Руки доярки он, конечно, не заменит, но труд облегчить может. Разработка шведской компании. Планируется установка в Татарстане. По России 5 штук установлено. В мире около 50 штук. И огурчики, и укропчики, редиски, базилик, вот как он душисто пахнет. Все самое свежее и технологичное на крупнейшей агровыставке Дни поля в Татарстане. На одной площадке в Лаишевском районе ретро-техника. И самое современное, например, на газомоторном топливе. Сегодня комбайны и тракторы осмотрел президент Рустам Минниханов. Без современных технологий нам быть конкурентным очень сложно. Мы видим и трактор, который управляется автопилотом. Мы видим самые современные технологии в животноводстве. Мы видим, как идет работа по засухоустойчивым сортам. Нам необходимо развивать цифровое сельское хозяйство. Это и правильную систему нового индустриального планирования, систему эффективного гектара. Осадки, которые на днях выпали в республике, дают прогноз на урожай как минимум в 5 миллионов тонн зерна, говорят в Минсельхозе. Каждый год аграрии демонстрируют новинки культур. Вот здесь озимая пшеница, универсиада, фацели. А вот эту пшеницу назвали хазине. У нее высокое содержание клейковины и белка. Мука из такой пшеницы будет высшего сорта, а хлеб пышным и вкусным. Кукуруза, горох, соя, гречиха – сорта, устойчивые к засухе и болезням. При минимальном уходе можно получить хороший урожай даже на приусадебном участке. Сорт реги, красивая форма, хорошие вкусовые качества и очень ранний урожай. Видите, он уже у нас отцветает. На полях сегодня прошло и вручение грантов республики на развитие семейных ферм и покупку оборудования. Это более 500 новых рабочих мест и почти 2000 дойных коров. Семья Мустафиных из Алькеевского района только начинает свое дело. Там будем разводить 30 коров, производить молоко. Надеемся на успешную реализацию проекта. Максимальная сумма выделена как раз в 2019 году. Это для семейных ферм 350 миллионов рублей, для начинающих 250 и для кооперативов 300 миллионов рублей. Подписывается соглашение. Татарстан с сегодняшнего дня станет производственной базой для выращивания и переработки пивоваренного ячменя. Правительство республики и пивоваренная компания «Эфес» подписали соглашение, благодаря которому к 2023 году объем закупок татарстанской культуры увеличится в 40 раз. Анна Городнова, Ринат Сафин, ТНВ, Лаишевский район. 500 тонн продукции в сутки. Сегодня после первого этапа модернизации открылся Казанский молочный комбинат. Чтобы возродить его, потребовалось более 1,5 миллиарда рублей инвестиций. Теперь предприятие сможет наиболее полно обеспечить не только столицу, но и республику продукцией собственного производства. Зарина Ахметова оценила масштабы модернизации. Процедура как в больнице. Прежде чем отправить молоко в цех, измеряют температуру. Она должна быть от 5 до 6 градусов. Чтоб не скисло, чтоб все параметры совпадали. Молоко охлажденное, значит, годится. Дальше закваска, пастеризация, ферментация. Сегодня работу модернизированного производства оценил Рустам Минниханов. Теперь оборудование в цехах абсолютно новое. А еще 2 года назад молочный комбинат был банкротом. Были времена такие, когда уже
Предприятие вообще оказалось на дне, и вот появился в 2017 году инвестор. Значит, первый этап модернизации реализован. Прекраснейшие цеха, самое современное оборудование. На это ушло более 1,5 миллиарда рублей. Теперь производственные мощности Казанского молкомбината по переработке сырья увеличились до 500 тонн в сутки. Молоко используется только натуральное. Остается очень важная проблема присутствия растительных жиров, пальмового масла. Поскольку вы прозрачные, вы действительно работаете на настоящем сырье, это правильно. Вы любите свой народ, свою страну. Поэтому мы считаем, что у вас достаточно серьезные перспективы относительно экспорта. 72 региона России и зарубежья. С этого года предприятия агрохолдинга, куда входит и Казанский молочный комбинат, начали поставлять продукцию в КНР. В планах выйти на рынок исламской продукции. В этом обещал посодействовать Рустам Минниханов. В первую очередь это Арабские Эмираты, Саудовская Аравия. И, в общем, он достаточно благосклонно отнесся к нашей идее отсертифицировать эту продукцию на халяль, отсертифицировать поставщиков на халяль. Впереди у молочного комбината еще 2 этапа модернизации. Окончательно они завершатся к 2021 году. К этому моменту производственные мощности предприятия должны будут достичь объемов в 1000 тонн продукции в сутки. Зарина Ахметова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Что делать, чтобы люди разных национальностей не враждовали и как нужно преподавать родной язык? На эти и множество других вопросов будут искать ответы в Казани. Сегодня в столице республики открылся 13-й конгресс антропологов и этнологов России. Приветствие участникам конгресса прислали Владимир Путин и Рустам Минниханов. Как отметил президент Татарстана, следуя доброй пословице «доброе братство дороже богатства», мы последовательно реализуем основополагающие принципы государственной нацполитики. Уверен, что нынешний конгресс внесет значительный вклад в развитие антропологии и этнологии и окажет положительное влияние на происходящее в нашей стране социокультурные процессы. Желаю вам в полной мере ощутить незабываемый колорит тысячелетней Казани. Конец цитаты. Поделиться своими изысканиями приехали ученые из России и зарубежья. Научные взгляды на современный мир узнал и Дмитрий Аринин. Уже на входе к месту конгресса становится понятно, что предстоит масштабное увлекательное мероприятие. Прямо на улице несколько десятков человек пустились в научные дискуссии, изучение научной литературы. Причем даже большие доклады, поэтому, конечно, это очень интересно. Как подсчитали, по сравнению с первым, участников 13-го российского конгресса антропологов и этнологов стало больше в 100 раз. На встречу приехали около 1000 ученых из 20 стран. А вы меня спросили о нашей дисциплине. Но она для нашей страны не такая уж она экзотическая, не такая уж она вспомогательная. Я бы ее отнес вообще к одной из центральных гуманитарных дисциплин. К приветствию участникам конгресса прислал Владимир Путин. Подчеркивает значимость сегодняшнего конгресса то, что президент страны направил свое приветствие. Позвольте его зачитать. Укрепление общероссийского гражданского единства включены в стратегические документы. Желаю вам плодотворных дискуссий и добрых, незабываемых впечатлений. Антропология и этнология изучают все, что связано с людьми и межнациональными отношениями. Как отмечали, для России и Татарстана мир народов особенно актуален. Мы, практики, должны воспользоваться тезисами и итогами дискуссий ученых по заявленным повесткам для того, чтобы воплотить в реальной жизни, использовать и уберечь себя от возможных ошибок. Ибо мир, согласие – это основа развития любой территории, любого коллектива, равно как и семьи. Сейчас в Татарстане живут люди 173 национальностей. Как сегодня говорили ученые, Татарстан – хороший пример, как на практике можно воплотить мир и согласие между народами. И это нужно изучать. Мы знали, как Татарстан переживал период, когда менялись взаимоотношения федеративного уровня. И вот мы видели, что эти сложности Татарстан прошел с большим достоинством, сохранив дружественные отношения между людьми. Как говорят эксперты, главный залог мира – толерантность. То есть, чтобы люди не только чтили традиции своего народа, но и с уважением относились к другим. Никакой народ мира может жить сам для себя. Мы все друг от друга зависим. На конгрессе подняли тему преподавания языков, которые не являются родными. Обсуждали, как лучше – добровольно или обязательно. Мне кажется, что когда живешь где-то, общаешься с какими-то людьми, лучше, если владеешь. Но без мотивации трудно
достигать хороших результатов в изучении чего-либо. Делиться своими взглядами ученые будут до конца этой недели. Предстоит более полусотни тематических заседаний. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. К другим темам. Оформление земельных участков, квоты на лечение и незаконное увольнение. Жалобы казанцев сегодня выслушали депутаты Госдумы и Госсовета от партии «Единая Россия» в общественной приемной Дмитрия Медведева. Многие обращаются с личными просьбами. Как быстро жалобы решаются, узнала Вероника Гайнудинова. За этот 5 килограмм мусора мне приходится платить 1092 рубля каждый месяц. Столько ежемесячно Рафаэль Кашапов платит только за вывоз мусора. Живут вместе с женой в частном доме в Малых Кабанах Лаишевского района. На человека по 78 рублей. Но в доме прописаны 14. Дети и внуки живут за границей, но платить приходится за всех. Я обратился в сельсовет сначала, чтобы они дали справку о том, что мы прописаны только и живем двое. Хотели эту справку обратиться к управляющей компании, но сельсовет такую справку не дает. За решением своей проблемы к депутату сегодня попасть на прием к единороссам в общественную приемную Дмитрия Медведева в Казани мог каждый и без предварительной записи. По статистике, больше половины проблем решается прямо на месте. Конкретная проблема, важно ее распутать. Важно не забросать запросами, хотя статус депутата позволяет писать на генерального прокурора, на председателя правительства Российской Федерации. И всегда ответ должен быть подготовлен в течение 2 недель. Но важно распутать проблему. Вот уже 25 лет помогающая детям с ограниченными возможностями Нурания Сайфудинова сегодня сама нуждается в помощи. Как инвалиду 2-й группы, ей положены льготы, только воспользоваться ими она не может. Имею право иметь ежегодно, согласно программе, путевку в санаторий. Вот уже больше 3 лет я ни разу не получала. ЖКХ, медицина, трудоустройство, жалобы из разных сфер. Но чаще всего это проблемы личного характера. Бывает, решение может быть и в правильной консультации. Бывает, люди приходят с различными предложениями. Что-то сделать, внести какие-то поправки в закон, чтобы улучшить жизнь, чтобы улучшить законопроект. Ну, таких посетителей мы с особой теплотой встречаем, потому что это нам в работе помогает. Многие уходят удивлены, когда им разъясняют, просто разъясняют порядок, как это, и люди соглашаются с этим. Общественные приемные работают по всей республике. За 5 лет сюда поступило 125 тысяч обращений, и 75% из них решены. Вероника Гайнудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Решить ее проблему оказалось нелегко. Сыновей Айгуль Зайнуллиной, вывезенные их супругом из страны, все еще не привезли в Казань. Продолжается резонансная история с вывозом детей в Казахстан. Их отец нарушил все последние требования судебных приставов и не привез их в 6-дневный срок в Россию. Сегодня ситуацию рассматривали в суде. Что с детьми и когда они, наконец, смогут обнять маму, выяснял Рамиль Шайтулин. В коридорах советского суда ожидаемо многолюдно. Здесь почти все, кто знает Амирхана, Тамерлана, их отца и мать Айгуль Зайнуллину. Почти месяц женщина не видела своих сыновей с тех пор, как экс-супруг вывез их из страны. Вот он сейчас объявил, что, возможно, в августе он их привезет. А почему? По какому праву? Решение суда есть, дети со мной должны жить. Есть порядок общения, который нарушает. Почему так произошло, мужчина комментировать не захотел, объяснив, что выскажется после решения суда. Напомним, мы уже рассказывали о том, что судебные приставы уже 2 недели назад требовали в 6-дневный срок вернуть детей из Казахстана в Россию. Но даже сегодня требование не выполнено. Сейчас мы не знаем, где дети. Мы не знаем, где они, мы не знаем, что с ними. И это является просто вопиющим случаем неисполнения акта. За это защита намерена привлечь отца к административной ответственности. Суд объявляет перерыв. Он конкретно сейчас продолжится. Вот он конкретно говорит, что он нарушил закон. Ну и следующий процесс тоже проходит за закрытыми для прессы дверьми. Это в том числе пожелание одного из родителей, дабы ситуация избежала излишней огласки. Но, как в перерыве заявила защита, они ожидают, что здесь выслушают мнение всех сторон, в том числе и свидетелей. Я рассказала все как есть. Я в основном видела только маму Айгуль. Папу очень-очень редко видела. Он никогда не интересовался
детьми, как они там день провели в детском саду. Суд после перерыва выслушал все доводы и аргументы. Судебное разбирательство будет продолжено уже в присутствии детей. По заверениям отца, они еще в Казахстане. Вот на 24 число уже могу сказать 100%. Судья сказал, что опросит моих детей. Я привезу детей на 24 число, и тогда все уже услышат их мнение. До следующего процесса 3 недели. Вернутся ли Амирхан и Тамерлан прямо к суду или заранее встретятся с мамой? Вопрос открыт. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Детские пособия и право на молочную кухню потеряли мамы с дополнительной жилплощадью. Как лишние квадратные метры лишают соцподдержки? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Это новости Татарстана и далее в выпуске. Ноу-хау в переработке золота. До данного момента золоторастворяющие свойства этих компонентов обнаружены не были. Инновацию мирового уровня от леногорских ученых увидела Филюза Хамидуллина. Как в Казани стартовали съемки первого татарского ситкома. На «Игру престолов» пока не замахиваемся. Но хотелось бы и до этого дня дожить. Увидел Сергей Хайдаров. Сегодня Рустам Минниханов по видеосвязи принял участие в заседании Президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию нацпроекта. Его провел Дмитрий Медведев. Он напомнил, что на реализацию 12 проектов и комплексной модернизации инфраструктуры предусмотрены значительные средства. Только на 2019 год более 1,5 триллиона рублей. Премьер-министр России призвал регионы нарастить объемы работы в летний период. Этому способствует и система электронного бюджета, отметил он. Председатель правительства поставил ведомствам задачу быстрее к ней подключаться и использовать активнее. Какие субсидии получает промышленность и сколько нефти мы будем перерабатывать? Отвечали на эти вопросы сегодня на заседании Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета. Проблемы есть с банкротством предприятий, а планы нефтяников корректируются. Что решил профильный комитет, расскажет Салават Мухаммадуллин. Новые производства, предприятия и субсидии. Так, промышленность – это больше половины доходов бюджета республики. Цифры говорят сами за себя. 50 миллиардов субсидий из федерального бюджета для татарстанских предприятий за прошлый год. 71 промышленная площадка и 14 индустриальных парков. Но депутаты отмечают и проблемы. Ряд предприятий, созданных новых производств в особых зонах, уже банкроты или готовятся к этому. В тяжелом финансовом положении. А потому задача Минпромторгу – мониторить и предостерегать. Как раз заранее изменить задачи в стратегии развития топливно-энергетического комплекса республики – второй вопрос на заседании комитета. К 2030 году планируется перерабатывать 24 миллиона тонн нефти или 60% от республиканской добычи. В прежней редакции у нас было показатели меньше. А потому изменения в закон о стратегии одобряются. На заседании парламентарии рассмотрели еще 3 вопроса. Вообще, Комитет по экономике курирует один из крупнейших блоков законодательства. Командная работа депутатов, прежде всего членов фракции «Единая Россия», позволила добиться больших результатов. Во время 5-го созыва были приняты стратегии социально-экономического и топливно-энергетического развития. Оба документа – законы, плюс закон о стратегическом планировании. Результаты они сейчас появляются в положительной динамике, в отсутствии очень острых конфликтных ситуаций с точки зрения занятости. Возможно, это было последнее заседание Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству в этом составе. Но работа не заканчивается. При необходимости депутаты дополнительно соберутся уже перед заключительной сессией 5-го созыва Госсовета 11 июля. Салават Мухаммадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Предпринимателям поможет новая электронная площадка. Здесь можно сообщить о товаре, заключить сделку и узнать, в каких товарах нуждается республика. Новой системе всего 1,5 месяца, но здесь уже представили продукцию на 600 миллионов рублей. В чем ее уникальность, узнала Юлия Муратова. Алина Сафарова самозанятая, она кондитер. Теперь может сообщить о своем продукте широкой публике. Такую уникальную возможность для всех предпринимателей открывает новая электронная площадка для торгов. Что готовы купить в республике и каким требованиям должен соответствовать этот товар. Информацию теперь может получить любой желающий. Развитие малого и среднего предпринимательства – это один из драйверов роста экономики республики. В регионе, где традиционно сложилась экономика крупного бизнеса и есть своя специфика, необходимо прикладывать дополнительные усилия для развития
Новой системе продвижения продукции всего 1,5 месяца, но в списке участников уже более 50 предприятий из 23 районов Татарстана. В списке 500 предложений на сумму свыше 600 миллионов рублей. Отдельно и то, что закупают, но не производят в Татарстане. Чтобы изменить ситуацию и полностью самим обеспечить республику всем необходимым, ищут инвесторов. Порядка 50% производимой в республике продукции, закупаемой в республике продукции, закупается у предпринимателей из Республики Татарстан. Вот мы можем сказать, что еще где-то 50% это, значит, потенциал для роста. На электронной площадке своих заказчиков нашли уже 20 предпринимателей. Как говорят специалисты, система не только повышает конкуренцию, но и помогает снизить расходы. Для недобросовестных поставщиков черный список. Есть всего две корзинки возможностей. Это информационная поддержка бизнеса и обеспечить равнодоступные анонимные процедуры закупок. Все, по теории нету третьих вариантов. Уже большая часть тендеров в России на электронных площадках. Это хорошая экономия на организации и широкий список вариантов. Юлия Муратова, Алмаз Заединов, ТНВ, Казань. Золотые умы живут в Лениногорске. Разработка ученых, наших земляков, попала в топ-100 лучших изобретений Роспатента. Они придумали новый способ переработки золота. Это прорыв золотодобывающей промышленности. Себестоимость драгметалла упадет в разы, а новый способ позволит конкурировать с мировыми компаниями, уверены ученые. Инновациями заинтересовались уже крупные предприятия страны. Филюза Хамидуллина встретилась с изобретателями. До данного момента золоторастворяющие свойства этих компонентов обнаружены не были. Электролит, аммиачная селитра и обычная поваренная соль. Вот вся суть ноу-хау лениногорцев. То, что такой раствор обладает золоторастворимым свойством, геолог-химик Сергей Совко обнаружил еще 6 лет назад. Если раньше золото извлекали ядовитыми цианидами, то теперь это уже в прошлом, говорит ученый. Уникальность метода заключается в нахождении третьего золоторастворяющего, экономически доступного, а значит промышленно применимого типа электролита, что гарантированно позволяет увеличить вариативность как технологических, так и исследовательских форм работы с подобного рода ценными материалами. Благодаря этому методу вот из такой руды можно будет извлечь не только золото, но и другие драгоценные металлы. Например, палладий. Раньше его добывали как сопутствующий вместе с никелем. Новое изобретение позволит извлечь его уже целенаправленно. К слову, палладий дороже золота. На то, чтобы усовершенствовать технологии и получить патент, ушли годы. В этом году разработка ученых попала в топ-100 изобретений Роспатента. Ей нет аналогов даже за рубежом. Новая разработка позволит вывести золотодобывающую промышленность страны на новый уровень, уверены ученые. В 2020 году вносится в нацпроект реставрации. В нацпроект Российской Федерации. И уже есть договоренность проведены пробы на опробованию, уже получены результаты. То есть в этом случае Российская Федерация получает бесконечный объем добычи, скажем, палладия. Сейчас в республике как раз для поддержки изобретателей есть проект создания сети центров поддержки технологий и инноваций. Сегодня в Татарстане любой изобретатель, любой желающий научный сотрудник может обратиться в один из наших республиканских центров поддержки технологий и инноваций и получить по закрытым базам данных Роспатента необходимую информацию для него. Инноваторы могут получить и финансовую поддержку через фонд содействия инновациями. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Лениногорск. Праздничный обед для строителей. Так, в Нижнекамске жители домов решили отблагодарить тех, кто благоустроил их двор. За хорошую работу, песни и пироги. В особенном дворе, где для ограниченных возможностей сделали безграничное пространство, побывала и наша съемочная группа. А любовь, как сон, стороной прошла. А вот мимо такого угощения, да еще с песнями, строители пройти не смогли. Да и благодарность заслуженная. Меньше чем за месяц облагородили двор, расширили дороги, восстановили пандусы, бордюры. По такому событию жители устроили настоящий праздник, ведь капитального ремонта здесь не было с начала 90-х. Спасибо то, что машины вовремя убирали. Вот мы работаем, и все равно, что там пыль летит, все летит с тротуаров, сразу все это подметают, все убирают. Спасибо вам. У строителей здесь был особый подход. Рядом располагается реабилитационный центр «Надежда», поэтому заградили тротуар, который автолюбители превратили в сквозной проезд, создали систему отвода талых и дождевых вод. Здесь сделана изолированная стоянка, специально организованная, настоящая стоянка. Поток воды там будет
преуменьшен. Хорошо отремонтировали здесь все, значит, тротуары. И теперь и с этой стороны вход, и с этой стороны вход на колясках. Капитальный ремонт в городе – явление привычное. За 3 минувших года в Нижнекамске капитально отремонтировано 219 дворов. И такие праздники с участием жильцов, строителей и всех тех, кто в буквальном смысле приложил руку к благоустройству, не редкость. В планы 2019-го вошли еще 36 дворов. А значит, праздники будут продолжаться. Светлана Звонарева, Наталья Лушникова, Евгений Лызаев, ТНВ Нижнекамск. Татарская Санта-Барбара или чего хотят зрители? Сегодня стартовали съемки первого ситкома на татарском языке «Хорошо живем». Дебютный сезон проекта, запущенного нашим телеканалом, рассчитан на 30 серий. И это только начало. Как рождается татарская фабрика грез, увидел и Сергей Хайдаров. Камера есть, мотор. С самого утра в этом съемочном павильоне кипит работа. Кто-то репетирует, кто-то уже в кадре. За происходящим внимательно следят сценаристы и целая группа режиссеров. Это квартира декорации первого татарского ситкома. Все масштабно, все красиво, все как бы реально все сделано. Так что, надеюсь, мы будем реальны в этой обстановке. В этом павильоне все в точности повторяет обычную квартиру. Есть огромное количество локаций и продумана даже такая деталь, как балкон и вид из него на город. Здесь даже из крана течет вода. Ну а устройство, благодаря которому это возможно, очень простое, находится за этой стенкой. Технологии строительства декораций иногда по своей сложности превосходит и капитальное строительство. А этап строительства вот этого павильона составил где-то около 3 недель. Декорация построена в павильоне без привязки к времени года, режиму. И мы здесь уже световыми приборами задаем день, ночь, зиму, холод, жару. Сериал «Хорошо живем» расскажет о нас с вами, говорят его сценаристы. История близка к жизни и чаще всего комична, а персонажи практически реальны. Вплоть до того, как он одет, вот какие у него словечки. У каждого персонажа есть речевые характеристики. Хабиб Рахман, например, любит говорить об анамат, я бы вагон и шикляря, и вот у него все или нина-нит-тынма. Здесь монтажка, то есть здесь все и заканчивается. Это тот же павильон, только соседняя комната, аппаратная. Весь процесс от обработки снятого материала и до конечного монтажа будет проходить именно здесь. Все основные исследования, которые мы проговорили, говорят о том, что люди говорят, нам нужно свое местное. Нам нужно знать, как живут наши вот рядом соседи. Нам нужно местный материал. Мы больше не хотим смотреть зарубежное кино. И этот тренд, он, в общем, в целом по всем телекомпаниям вы видите. Первый сезон ситкома «Хорошо живем» рассчитан на 30 серий. В случае успеха эта история будет иметь продолжение. На «Игру престолов» пока не замахиваемся. Но хотелось бы и до этого дня дожить. Сергей Хайдаров, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112», а сейчас прогноз погоды. До свидания. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Сегодня в итальянском городе Неаполь стартовала соревновательная часть 30-й летней универсиады. Официальная церемония открытия состоится завтра вечером. Честь Республики Татарстан на соревнованиях в составе сборной России будут защищать 18 спортсменов, которые выступят в 9 видах спорта. Это прыжки в воду, тэквондо, баскетбол, водное поло, теннис, волейбол и стендовая стрельба. Все они прошли отборы на студенческие игры. Самое массовое представительство наши спортсмены получили в соревнованиях по плаванию. Всего в играх примут участие около 8 тысяч спортсменов из порядка 170 стран мира. Будет разыграно 222 комплекта наград. Сегодня Международный день спортивного журналиста. Татарстанские представители средств массовой информации не остались в стороне от праздника. Второй год подряд профильное министерство бросает футбольный вызов журналистам, пишущих и телевизионных СМИ. На поле стадиона Трудовых резервов прошла товарищеская встреча между командой спортивной прессы и Минспорта Республики. Обе команды традиционно принимают участие в различных турнирах, поэтому уровень коллектива выше, чем любительский. В таких поединках результат уходит на второй план. Главная задача – пообщаться и дружно сыграть футбольный матч. Всех спортивных журналистов разрешите поздравить от имени Министерства спорта с профессиональным праздником. Сегодня Международный день спортивных журналистов. Разрешите поблагодарить за ту работу, которую мы делаем совместно для развития спорта в Республике Татарстан.
В шашки они начинают играть раньше, чем говорить и ходить. Дети с легкостью обыгрывают взрослых по интеллектуальной игре. В Казани в эти дни проходит первенство Приволжского федерального округа по русским и стоклеточным шашкам среди юношей и девушек. Около 200 участников из 10 регионов страны сражаются за путевку на чемпионат России. Турнир проводится по двум направлениям – русские и стоклеточные шашки. Правила игры схожи, отличие заключается в размере доски и количестве шашек в исходном положении. В остальном цель одинаковая – не оставить на доске соперника ни одной фигуры. Те, которые не могут попасть, например, на Россию по отборочным турнирам, они могут здесь попытаться достичь этого. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! О погоде на 3 июля после небольшой информации. В Данил Мастер новая акция. Не пропустите. Только в июле при заказе шкафа-купе комод в подарок. Подробности уточняйте по телефону 2 167 166, адрес Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, 3 июля на юго-востоке республики ожидается переменная облачность, дневная температура 24 градуса. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге будет ясно и без осадков. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске около 24 градусов выше нуля, переменная облачность. Для северо-запада 3 июля будет солнечно. Дневная температура 23 градуса. На юго-западе, в Болгре, в Буинске, Дрожжаном температуры повысились до 26 градусов. Будет ясно. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше плюс 23, плюс 25, солнечно и сухо. В последующие дни сохранится такая же погода. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника. И снова все повторяется. Спина болит, еле хожу. Снова направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» передовая технология лечения вместо операции. Уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит. Возвращается легкость движений. Для жителей Казани 3 июля будет солнечным и сухим. Дневная температура 23-25 градусов. Ветер западный порывистый. Атмосферное давление ниже нормы. Влажность воздуха 57%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.